Начнем выпуск со срочного сообщения. Сегодня в районе 14 часов дня вспыхнула крыша Сыктывкарского индустриального техникума. В считанные минуты огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Густой черный дым был заметен из всех концов столицы. На место выехало сразу 12 спецмашин, задействовано 35 пожарных. К этому моменту пламя локализовано, причины выясняются. Жертв и пострадавших нет. Поступил сигнал о сработке сигнализации в здании Сыктывкарского индустриального колледжа. Значит, в 14:06 по прибытию первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение кровли. Значит, на данный объект предусмотрен повышенный ранг пожара номер 2 с привлечением 8 единиц основной и 3 единиц специальной техники. Значит, подразделения Сыктывкарского гарнизона выехали по первому сообщению. Значит, на момент прибытия, соответственно, приступили к тушению пожара, проведению разведки. Значит, на момент пожара учебного процесса не было, в здании людей не находилось. Значит, приступили к тушению пожара, далее сосредоточение техники, и в 14:41 объявлена локализация пожара на площади 2100 квадратных метров. Примечательно, что именно это учреждение Министерство образования Коми запланировало присоединить к еще 2 подобным учреждениям, после чего коллектив распространил открытое письмо, где указывалось, что данная процедура, по их мнению, нецелесообразна. После чего курирующее ведомство намеревалось в режиме брифинга объяснить общественности обоснованность решения. Впрочем, из-за ЧП его формат изменился. Тут единственное, что, скорее всего, повреждена только крыша, надо полностью восстанавливать крышу, а то, что находится внутри оборудования, это сейчас нас пожарные не пускают. Как только пустят, оценим и будет известно. Ну, скорее всего, там все нормально, ничего не пострадало. В учебных мастерских никакого образовательного процесса не было. Да, учебный процесс у нас закончится. Единственное, что в этот период шли у нас государственная итоговая аттестация, но она проходила в другом корпусе. То есть, когда сработала сигнализация, все сотрудники, все ребята эвакуировались. То есть, здесь вот в мастерских никого не было. Я думаю, что до 1 сентября мы крышу восстановим. То есть, у нас есть 2 месяца работы, будем работать. Сейчас оценивается ущерб, устанавливаются причины. Известно, что открылось учебное заведение в 1955 году. Изначально это было училище, в 1996 стало лицеем, в 2010 колледжем. Учреждение готовит каменщиков, электросварщиков, монтажников, облицовщиков, плиточников, слесарей, сантехников, электромонтеров и электромонтажников.